Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что случится со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что случится со дня на день. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что случится со дня на день? Пусть высшие силы водят моими руками и пусть откроют нам то, о чем мы желаем знать. Так. Даже не знаю, от каких новостей начать. С хороших или не очень. Так, девочки, мальчики, а кто у меня в отношениях? Вот у меня для вас не очень хорошая новость, но пусть вас она не расстроит, либо не расстраивайтесь, когда вы это услышите. Возможно, у кого-то не состоится в загаданное время, в загаданный срок любовное свидание. Не состоится оно по причине, вот связанной с какими-то, как бы правильно сказать, да, с техникой, что ли, да, либо это не по вашей вине, не по вине человека, а вот техника виновата. Техника подведет. Может быть, автомобиль сломается, может быть, там, в телефоне закончатся там, деньги, да, интернета не будет, либо связи не будет. Здесь именно техника подведет. И вы будете очень переживать. Значит, вам сразу идет сообщение, что переживать не стоит. Не стоит, оно того не стоит, все равно у вас все будет хорошо. Вы не встретитесь в назначенный срок, но встретитесь в другое время. И вот то ваше свидание, либо то ваше общение, встреча будут просто какие-то грандиозные. Вот мужчина, да, он почувствует, что он виноват, да, что вот как я, да, до своей любимой женщины не доехал. Либо, например, если смотрит меня мужчина, женщина подумает, ну вот как так? Так хотела сильно встретиться, и он так ждал, и я так ждала, и вот, да, это же у меня случилось, да, я виновата, и по моей вине. Вот, и человек будет искупать свою, скажем так, условную вину и сделает вам какой-то необычный сюрприз, какой-то вот прям фееричное свидание, не знаю, как правильно сказать. У кого-то это может касаться свиданий делового характера. Ну, например, вы готовитесь пойти на какую-то сделку, может быть, на собеседование, может быть, по каким-то вот важным для вас вопросам. И вот эта встреча, да, она не состоится. Но опять же таки, здесь идет проблема в технике со стороны человека, либо организации, где вы должны там встречаться, да, либо куда вы должны пойти. С первого раза вот как будто бы не получается. Но вот второй раз он будет просто какой-то грандиозный. Во второй раз вы, знаете, как бы более успешно заключите сделку, более важные какие-то вопросы решите, либо вот то дело, да, по которому вы идете, вот прям моментально, да, вот вам все сделаю, все закончится, будьте очень-очень довольны, поэтому не расстраивайтесь. Дальше, в семье и в отношениях, возможно, периоды недопонимания. Недопонимание, потому что ваше мнение вот с вашим партнером, они как-то разделились. Вы одно думаете, видите, представляете, а он совершенно другое, либо она. Здесь очень важно не отходить друг от друга, а вот прям столкнуться, да, может быть, по интересам и проговорить, что я вижу, что я понимаю, что я хочу, и выслушать сторону вашего партнера. Здесь нужно не отдаляться, а наоборот сближаться и учиться, либо пытаться договориться. Вот это очень важно. То же самое может быть и с детьми. Понимаете, вот у вас как-то на ближайшие дни идет такое вот недопонимание, скажем так, да, легкое недопонимание с вашими дорогими, любимыми людьми. У кого-то, кстати, может быть недопонимание в коллективе, на работе, с соседями, да. И опять же таки, рецепт один, совет один. Не уходить в обиду, не отстраняться,
а стараться, вот именно, знаете, вот это выражение «лезть на рожон», да, вот лезьте на этот рожон и пытайтесь все проговорить, вот прям, чтобы никаких даже там теней не осталось между вами и вашим оппонентом, чтобы все было чисто, ясно и понятно. Так, следующий момент. Момент какой-то дороги кругом. Я не могу понять, вы как-то то ли кругом будете ехать, то ли выедете, поедете, потом назад вернетесь. Вот как-то такое у вас идет. Петля какая-то у вас идет. Значит, сразу хочу сказать, вот эта петля, она вам дана не просто так. Не ругайтесь и не ругайтесь на судьбу. Вам вот такую петлю дают для того, чтобы вас от какой-то неприятности уберечь. Сейчас такое время, знаете, немножечко неспокойное. Я так понимаю, что это вот связано с тем, что у нас Меркурий ретроградный, и ну так бывает, понимаете. Поблагодарите судьбу, поблагодарите высшие силы за то, что вам дали эту петлю, за то, что вы где-то, да, вынуждены были потратить время, либо там лишнюю дорогу выполнить, вернуться, да, потом опять поехать. Вас от какой-то большой неприятности уберегли. Вот в таком ключе. Либо если ваш, например, любимый человек, кто-то из вашего ближнего, скажем так, круга встретит такую ситуацию, вот тоже, знаете, вот прям скажите, не надо ругаться, а лучше вот небесам спасибо скажи. То есть здесь именно идет момент спасения. От чего, от кого я здесь не вижу, но вижу, что именно ситуация вам во благо это идет. Поэтому не обижайтесь на судьбу и на ситуацию. Следующий момент касается каких-то просьб. Я вижу троих, либо это 3 человека сразу, либо 3 разных человека что-то будут у вас просить. Троечка у меня вышла в левой стороне, и вот эта вот рука такая загребущая, да, она тоже с левой стороны. Значит, столкнетесь вы с каким-то, ну, таким, скажем, да, хамоватым отношением, когда человек не просит, там, пожалуйста, я там нуждаюсь, помоги, там, дай, а вот именно вот ты должна и все, да, вот дай и все, вот прямо сейчас, здесь, немедленно. Значит, вы никому ничего не должны. Не стоит ради вот этих чьих-то капризов лишать себя того, что ваше, либо тратить даже на это время. Здесь люди какие-то, ну, они неблагодарные, да, вот, может быть, привыкли, что вы безотказный человек, да, вот с каким-то таким прям уже, как это ты не хочешь мне, давай быстренько там, да, все брось и делай для меня то, что мне нужно. Здесь очень важно будет вам, конечно, опять без скандалов, в какой-то мягкой форме человеку сказать, что, дружочек, а не обнаглел ли ты, да, на самом-то деле, вот я такого отношения не потерплю. Иди вот своей дорогой, и если я захочу, у меня будет время, я тебе дам. Если вы этого не сделаете, вы можете в чем-то не успеть для себя. То есть вроде какая-то не особо там как обременяющая просьба может занять у вас больше времени, либо вы потратите больше времени, либо вот занимаясь этим вопросом, вы не сделаете то, что действительно важно для вас. Поэтому будьте аккуратны. Сначала вы, ваши интересы, а потом уже все остальные. Еще момент какого-то предложения. Здесь я вижу какой-то девушке, мужчина, вот он, видите, с цветами, будет предлагать свидание, встречи, свидание. Значит, мужчина этот какой-то одержимым желанием к вам, ну вот к девушке желанием. Девушка может быть в любом возрасте, да, все мы девушки, все мы девочки, да, женский пол, он весь, понимаете, без возраста. Значит, мои дорогие, будьте аккуратны, потому что у этого мужчины очень яркое желание к вам именно вот сексуального характера. Если вы не желаете интима с этим человеком, лучше воздержитесь от каких-то вот контактов в плане того, что вот вместе куда-то вот прям, чтобы прям вдвоем, да, особенно там, например, на автомобиле. Не надо, вам это не надо. Хотите пообщаться с этим человеком, идите куда-нибудь в людное место, где очень много людей. И тоже постарайтесь либо там на такси добираться, либо, может быть, даже там пешком прогуляться. То есть у человека вообще он будет к вам приставать. Я вас честно предупреждаю, да, ну, если, конечно, человек нравится, да, многие желают этого от того, кто нравится, да, давай, приставай ко мне. А может быть, просто вы не готовы, либо вы человек такой, который не любит таких вот резких моментов. Кстати, у кого-то может быть на работе даже момент харассмента, поэтому будьте бдительны. Так, в защиту этого человека могу лишь сказать одно: потерял голову.
вот от этого желания, да, потерял голову. Вы настолько сильно на него влияете, что он уже, бедненький, аж трясется, когда просто думает о вас, да, не то чтобы видит, когда просто думает. Так, еще момент, связанный с какими-то покупками. Значит, столкнетесь с тем, что то, что вам нужно, либо нет, либо очень дорого. Не покупайте. Вот сразу говорю, не покупайте то, что дорого. Потому что пройдет какой-то период времени и что-то поменяется. То есть вы, возможно, либо более, ну, например, вы хотите купить, ну, не знаю, допустим, пылесос, да, а вам он нужен. Вы идете в магазин, и та модель, например, которая вам подходит, либо нравится, стоит очень дорого, либо вообще, в принципе, ее нет. И тут у вас выбор, что я буду делать. Либо я подожду, либо я куплю то, что есть, либо я, ну, переплачу, да, если дорого. Вот возьмите паузу. Просто возьмите паузу. Потому что буквально вот пройдет, может быть, там дней 7-8, да, ситуация поменяется. Может быть, вы найдете более лучшую модель по более лучшей цене. А в этот момент, да, вы можете либо, ну, вещь, которая вам не подходит, купить, да, потом очень много разочаровываться, ну и потратили деньги, либо купить слишком дорого и буквально, да, через эти 7-8 дней вы найдете ту же вещь там половину дешевле. Вот такое вам идет, такой совет, рекомендация. Дальше, здесь летит птица, но птица такая, знаете, с острым клювом. Какие-то вот острые новости, причем, возможно, даже не совсем приятные. Но у этой птицы одно крыло какое-то, вот знаете, как надломленное. То есть эта информация будет либо неполной, либо искаженной. Когда вы получаете такие неприятные новости, не впадайте в панику. Здесь нужно либо выяснять, копать, да, эту ситуацию, либо немножечко подождать, пока дойдет информация полностью. Потому что на первый взгляд что-то нехорошее. Но если присмотреться, там еще, кстати, прям приятно будет, да? То есть, возможно, в чем-то ограничат, но в другом дополнят, либо вот прям дадут. Да, вот такой момент. Так, для тех, кто ждет, не знаю, какого-то разрешения, ждет, может быть, каких-то документов, денег, может быть, да, каких-то. Вот что-то должно случиться, вы ждете. Значит, немножечко вот это время ожидания ваше увеличивается. Но там незначительно, может быть, там на день, может быть, на несколько часов. Вы получите, все будет хорошо. Главное, вот, ну вот знаете, ваше внутреннее состояние паники может быть. Вот этого не надо, ни в коем случае не надо, не паникуйте, все будет замечательно. Так, в собственном доме у многих будет происходить какая-то встреча, либо какие-то, может быть, даже знакомства, может быть, какие-то гости к вам напросятся, может быть, кто-то придет в гости и приведет нового человека. Смотрите, вот этот новый человек очень важную роль какую-то сыграет в вашей жизни в будущем. Присмотритесь к этому человеку, постарайтесь подружиться, постарайтесь, ну, прям, не знаю, там как-то вот присмотреться, да, какой человек, что нравится, что не нравится, как с ним общаться. Потому что я вижу, что это человек вам на будущую перспективу. Вот не случайно этот человек попадет в ваш дом. Либо, например, в общество, где вы находитесь. Может, вы с друзьями пойдете встречаться, и там будет какой-то новый человек, с кем вы познакомитесь. А у кого-то из девчонок будет такая интересная ситуация, что вы пойдете, например, на свидание в очередной раз, это не новое свидание, да, в очередной раз с мужчиной, и там познакомитесь с тем, кто вам очень-очень сильно понравится. Там какая-то прям любовь между вами вспыхнет просто с первого взгляда. Будет очень интересно. Так, еще здесь, не знаю, какое-то самочувствие, вот выжатый лимон, да, состояние выжатого лимона. Кто-то очень сильно потратился энергетически, но я вам сразу скажу, тут виновато ваше эмоциональное состояние, слишком много переживаний, слишком много какой-то паники, что ли, внутренней, да, вот себя накручиваете как будто бы изнутри. Из-за этого такое состояние. Высыпайтесь. Старайтесь кушать нежирное, старайтесь кушать больше вот зелени, наверное, какого-то вот, как травяное что-то, да. Зелень, овощи, фрукты. Вам такое впечатление, что даже каких-то витаминок не хватает. Здесь как там самый первый совет, да, пересмотрите свой рацион и режим отдыха. А как более глобальный, обратитесь к специалисту. Возможно, вам следует сдать там кровь на анализ и посмотреть, чего, каких витаминов, элементов, микроэлементов вам не хватает.
Здесь вот такое именно состояние. Но у вас как первая причина идет дурной сон. То есть вы либо не высыпаетесь, либо очень плохо спите, либо какое-то прям совсем короткое время вы уделяете сну. Вот этот момент. Так, еще у кого-то могут быть сюрпризы, связанные на дороге, либо с дорогой. Сюрпризы. Смотрите, либо кто-то вас очень удачно подвезет, да, вот вы там опаздываете, бежите, там транспорта нет, какие-то, может быть, погодные условия не самые лучшие. И тут вот случайно человек вам знакомый едет, говорит: "О, садись, подвезу тебя". Вот прям сюрприз вам будет. Либо вы тоже, знаете, может быть, опаздываете, там бежите, торопитесь, думаете: вот сейчас буду транспорт очень долго ждать. И вот как-то неожиданно, да, сам транспорт подъезжает, да, вы садитесь, хорошо доезжаете. Не забудьте в этот момент поблагодарить своего ангела-хранителя, потому что эту ситуацию вам полностью подготовил ваш ангел-хранитель. Вот то место, куда вы спешить будете, вам очень важно попасть. Очень важно, потому что вас там ждет что-то очень-очень приятное для вас и для вашего будущего. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.